Как долго они будут подобное себе позволять? Это уже ни в какие рамки. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Генеральная прокуратура Таджикистана прокомментировала публикацию фото в социальных сетях об оскорбительной стрижке новобранцев в одной из воинских частей ГКНБ Таджикистана. 15 июня в соцсетях были размещены статья «Название Канибадамского района на головах новобранцев» и фото оскорбительной стрижки военнослужащих, привлекшее внимание общественности, сообщает Генеральная прокуратура Таджикистана. Этот случай был подвергнут полной и тщательной проверке, в результате которой стало известно, что 14 января 2022 года парикмахеру роты мобильной группы комендатуры воинской части 0215 Управления погранвойск ГКНБ Таджикистана в Исфаре младшему сержанту Мухридину Исмаилову было поручено привести в порядок прическу и внешний вид военнослужащих, говорится в опубликованном 20 июня сообщении на сайте надзорного органа. Парикмахер, грубо нарушив уставные правила, выбрал 9 новобранцев: Карамадзаду Б.Л., Азамзаду М.А., Курбонова С.Н., Гулмирзоева И.М., Рахматалузаду И.Р., Кенджаева К.Р., Раджабова Р.Н., Мирзоева Н.У. и Гуломзаду К.С. И на их головах машинкой вывел буквы К, О, Н, И, Б, О, Д, О, М, в результате чего появилось название одного из городов Сагдийской области. Отмечается, что тем самым Мухридин Исмаилов хотел показать свое физическое превосходство над молодыми сослуживцами. Генпрокуратура сообщает, что фото в соцсетях было выложено младшим сержантом Довлатовым. 16 июня в отношении Исмаилова и Довлатова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 391 «Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти» Уголовного кодекса Республики Таджикистана. Им грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. В апреле этого года в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как старшие сослуживцы жестоко избивают руками по лицу, доской по голове и ногами по животу молодых солдат. Видео вызвало гнев и шквал критики в адрес армейского командования, и уже через несколько часов после его публикации Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Следствие установило, что видео было снято в конце 2022 года в воинской части погранвойск ГКНБ в городе Канибадам Сагдийской области. Спустя месяц военная коллегия Верховного суда Таджикистана приговорила офицера и 7 солдат воинской части ГУ погранвойск ГКНБ к лишению свободы сроком до 11,5 лет за избиение солдат-новобранцев. Как вы относитесь к тому, что происходит у нас в стране? И несмотря на то, что таких ситуаций освещается все больше, наказывается все жестче, они продолжают появляться, как будто люди не боятся этого всего. Почему они себе это такое позволяют? Как вы думаете, что к этому их толкает? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.